Меткими высказываниями и предельно ясной позицией по основным вопросам – это то, чем запомнилась 13-я прямая линия Владимира Путина. Она длилась около 4 часов. За это время президенту, кажется, удалось успокоить граждан своей страны. По основным показателям, несмотря на санкции и кризис, наблюдается рост. За все годы рекордный показатель добычи нефти – 525 миллионов тонн и урожай зерновых – 105 миллионов тонн. И еще один немаловажный показатель – введенный в строй 81 миллион квадратных метров жилья. Это результат работы не только властей, но и народа. Ведь если прислушиваться к нему и действовать от чистого сердца, ситуации 90-х можно избежать. Наша задача президента, правительства, Центрального банка, руководителей региона в том, чтобы пройти этот период с наименьшими потерями. Можно это сделать или нет? Да, можно. И дело не в том, чтобы терпеть. Дело в том, чтобы использовать это себе на пользу. И мы можем это сделать. Мы прошли пик проблем и с выплаты внешних кредитов нашими банковскими и другими предприятиями из реального сектора. Мы провели корректировку курса национальной валюты, и ничего не лопнуло, и все работает. Однако граждане недоумевали, ведь вопросы о заработной плате были на 3-м месте по актуальности. Путин этому нашел объяснение. Заработная плата выросла, а вот уровень реальных доходов сократился аж на 11%. И здесь бывший министр финансов Сергей Кудрин озвучил президенту меры по выходу из данной ситуации. Дело в том, что одной из структурных реформ действительно является реформа социальной сферы. Но не совсем точно сказать, что и я, или мои коллеги предлагают сократить доходы или остановить рост заработной платы. Одной из идей является адресная социальная помощь. То есть в нынешней ситуации кому-то нужно платить больше не в рамках какого-то среднего коэффициента повышения зарплат или роста пособий, а кому-то действительно в этот момент можно проиндексировать меньше. Вот разный подход в зависимости от дохода в семье, он более эффективным является как в среднем даже до кризиса или в межкризисный период и в момент кризиса тем более. Важнейшая задача – сохранить рабочие места. Я уже сказал, что определенные ресурсы, это на 82 с лишним миллиарда рублей, предусмотрены для сохранения рабочих мест. И если это потребуется, то эти деньги будут использоваться. Так же, как и надеюсь на то, что вот эта тенденция по снижению уровня инфляции, во всяком случае темпов ее роста, она сохранится, в том числе и в связи с укреплением национальной валюты. Чем сегодня обеспокоен президент, так это создание благоприятных условий для предпринимателей. Это и налоговые каникулы, и фондирование ЦБ коммерческих банков. Также Путин озвучил и хорошую новость для заемщиков рублевой ипотеки. Правительство поможет тем, кто не в состоянии выплачивать кредит. На это выделено почти 5 миллиардов рублей. Спрашивали президента и об Украине. Почему даем в долг и снижаем цены на поставки газа? Ведь украинские власти делают все, чтобы не решать проблемы Донбасса. По словам Путина, власти сами отрезают от себя Донбасс. И здесь вопрос можно решить только мирным путем в рамках Минских соглашений, ответил Путин и на вопрос с присутствия российских войск. Их на территории Украины нет. Сегодня мы наблюдаем полную блокаду Донбасса. Это касается финансовой сферы, отключена банковская система. Это касается выплаты социальных пособий и пенсий, ничего не платят. Мы много говорили, в том числе и с Петром Алексеевичем на этот счет. Там есть и люди, которые вообще здесь ни при чем, которые заработали, скажем, пенсию. В том числе работая 20 лет уже в независимой Украине. Они имеют право, они не имеют никакого отношения ни к боевым действиям, ни к борьбе вот этих вооруженных людей за свои права. Они-то здесь при чем? Почему вы им не платите? Вы обязаны это делать по закону. Вообще, внешнеполитические связи волновали обычных граждан. Отношения с Украиной и США и реакция на то, что некоторые руководители государств в открытую призывают не приезжать на парад 9 мая, здесь Путин ответил ясно. Как и четко дал понять, ИГИЛ – организация, появившаяся как результат политической игры некоторых держав. О соотечественниках, которые вступают в ряды ИГИЛа, государство знает по именам. Россия – многонациональная и многоконфессиональная страна. И главное – уважение к России и ее интересам. ИГИЛ зародился и развивается на территории Ирака, а потом и частично Сирии. Так вот, обращаю ваше внимание на то, что в Ираке до известного времени был такой, мягко говоря, совсем уж не демократический режим, а можно сказать тиранический, но никакого терроризма там не было. После того, как с Саддамом Хусейном расправились, а он в свое время
сотрудничал с Соединенными Штатами, и они его активно поддерживали в войне с Ираном. Кстати говоря, Иран уже лет, наверное, 30 ни с кем не воюет. После того, как часть населения, меньшая по численности, но входившая в элиты прежних времен, оказалась на обочине, они перетекли в экстремистские формирования. Создали ИГИЛ, в которое вошли значительное число бывших кадровых офицеров иракской армии. Почему они так эффективно воюют? Быть нашими врагами и друзьями одинаково почетно. А если вот совсем серьезно, то врагов я уже назвал. Это международные террористы, организованная преступность и так далее. Мы никого врагами не считаем. Я имею в виду из участников международного общения. И не рекомендуем никому считать нас своими врагами. Во время прямой линии те, кто нуждался в помощи, решил свои вопросы. Например, к Путину обратилась маленькая Софья Бабич из Тольятти. Владимир Владимирович, здравствуйте. Софья Бабич, город Тольятти, мне 15 лет. Я инвалид детства, ДЦП. Я очень хочу хоть чуть-чуть ходить. Я стараюсь. И мне очень необходим тренажер. Он в комплексе, беговая дорожка, и в нем много всего. Мы не можем такой купить, он стоит где-то 20 тысяч. Реабилитации у нас в области тоже нет. Моя мама старается, делает мне операции, но нужны тренажеры. Помогите мне, я очень хочу ходить. Люблю вас, ваша Соня. Пока. Софьюшка, не беспокойся, это не тот вопрос, который требует особых усилий. Мы, безусловно, этот вопрос решим. Даже не беспокойся. Желаю тебе скорейшего выздоровления. И я вижу, что по характеру ты такой человек, который будет бороться и добьется результата. Узнав об этом, президент регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Айман Енисеевна приняла решение оплатить расходы по приобретению тренажера. Как написал Рамзан Кадыров в Инстаграм, Айман Енисеевна просит Софью не беспокоиться. В самое ближайшее время она получит подарок. По мнению Путина, прямая линия – это мощный социальный опрос, благодаря которому можно реально взглянуть на ситуацию в стране, а еще и донести до людей свою позицию. Ведь именно во благо народа и работает государство. Страна мечты Путина, процветающая Россия, счастливые граждане, которые уверены в завтрашнем дне. Зура Саламова, Алевтина Банадыкова, Дауд Куруев. Новости. 120 примерно так называемых мягких контрактов, то есть это